Вы смотрите актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Конкурс «Моя профессия IT» выступает драйвером развития IT-отрасли в регионах страны и является крутым социальным лифтом, который дает возможность детям со школьной скамьи определиться и выбрать профессию, реализоваться в качестве специалиста в сфере информационных технологий и стать частью нового поколения IT-сообщества страны. О проведении конкурса у нас в республике мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Николай Жирков, заместитель директора технопарка Якутия. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала немножко окунемся в прошлое, хоть мы и говорим, по сути, о будущем. Какова вот эта самая история у конкурса «Моя профессия IT» у нас в республике, как давно проводится? Сперва, наверное, надо вспомнить историю IT-движения и хакатонского движения. Ну, давайте. Да, и первые хакатоны в Якутии начали проводиться с 2012 года, а сам конкурс, уникальное событие, прям со своими стандартами, со своей уникальностью, впервые прошел в 2016 году. Если говорить об участниках, о географии, то охват был небольшой, там до 100 участников, но в течение за каждый раз увеличивался и уровень организации, и охват участников. Таким образом, за 9 лет уже через конкурс прошли более 25 тысяч участников, и охвачены почти все муниципальные образования и учебные заведения республики. В следующем году будем десятилетний юбилей, получается. Да, у нас круглая дата, уже юбилейный конкурс. Давайте поговорим о целях конкурса. Какова главная задача? Вот очень интересный вопрос, потому что на самом деле целей много, задач много, но мне приходит в голову именно один из слоганов конкурса. Он звучит так: «Стань частью нового поколения IT-сообщества страны». Поэтому я считаю, что главной целью является именно поиск и поддержка талантливой молодежи, именно среди студентов, школьников по информационной технологии, и именно прокачка, и чтобы они набрали свои профессиональные и разные компетенции. И, соответственно, пошли дальше именно в IT-отрасль. Раз уж такая громкая цель, не могу не спросить, за 10 лет удалось действительно кому-то стать вот этой самой частью IT-сообщества? Удалось ли нам вырастить конкретно тех, кто начинал, так скажем, с моей профессии IT? Да, есть ребята, мы их вспоминаем. Даже вот сейчас немножко анонса планируется республиканский финал, и экспертами, организаторами уже будут наши вчерашние выпускники. Ничего себе. Они уже начинают свои стартапы, молодые компании открывать и становятся уже стали частью IT-сообщества. А у конкурса есть образовательные ограничения для участников и возрастные? Что говорить конкретно по участникам, то участниками конкурса «Моя профессия IT» являются у нас две категории – школьники и студенты. Школьники – это с 7 по 11 классы всех образовательных учреждений республики, студенты, конечно же, СПО и вузов. Таким образом, хакатон, как вы знаете, это командный вид спорта, можно так сказать, назвать это спортом, командный конкурс, и он состоит из таких участников, которые совмещают роли менеджера, дизайнера, разработчика. Таким образом, с каждым годом растет уровень подготовки участников, как я уже говорил, и охват, география в рамках нашей республики. Вот сами сказали, есть школьники, есть представители СПО и высших учебных заведений. А с кем интереснее работать, кто порождает более креативные идеи? Просто, на мой взгляд, у вчерашнего школьника или сегодняшнего школьника не такой зашоренный повседневный, так скажем, бытовухой взгляд. На самом деле, интересное замечание. Конечно, когда конкурс зарождался, основным местом проведения был город Якутск. И городские школьники, конечно же, благодаря интернету и, собственно, осведомленности, и больше по своим компетенциям, выигрывали постоянно. Но есть одно замечание, лично я сам тоже участвовал. Мы уже начиная там в 19-20-е годы уже начали ездить с образовательными, в том числе семинарами по районам. И уже, внимание, например, 23-й год победителями среди школьников являются уже представители района. Я вспомню, еще раз хочу поблагодарить ребят, да, команда 14 бит, они из Нерюнгринского района, сейчас уже в Москве, как сказать, обучаются, продолжают свой путь в IT. В этом плане школьники ничуть не уступают нашим студентам. Николай Николаевич, вы обмолвились, что участники вчерашнего конкурса «Моя профессия IT» уже сегодня создают свои собственные стартапы, питчат какие-то идеи. А какие стартапы уже можно отметить, что самого, говоря на вашем айтишном, наверное, языке, крутого ребята запитчили? Так, на самом деле сразу вспоминается компания SmartTom. Так. Там ребята вот полностью вышли из Эмпита, они сейчас уже немножко спойлер, да, они уже создают цифровую платформу для республиканского конкурса «Моя профессия IT», обладают уже нужными компетенциями. Вчерашние школьники уже являются стартаперами, развивают свои проекты. И на этом зарабатывают, конечно же, деньги. Конечно. Давайте вернемся к конкурсу. Какие у него этапы? Так, по этапам, на самом деле конкурс, конечно, многоструктурный, там очень много элементов, но если так
пройтись основные моменты, то начинается все, конечно, с онлайн-тестирования, потому что профориентация, проверить свои, как сказать, базовые знания необходимо, поэтому входят в конкурс через онлайн-тестирование, которое охватывает все школы, районы, как я ранее говорил, и далее уже проводятся образовательные курсы. Затем наступает тогда отборочных этапов. У школьников, конечно, по муниципальным районам и в учебных заведениях. Очень много проводится отборочных этапов, определяются финалисты, призеры, и они уже принимают участие на республиканском финале. С вашего позволения, немножко расскажу про финал, если у нас Давайте про времени финал, хватает. безусловно, это важно, Да. это все равно важная часть любого конкурса — финал. Республиканский финал будет проводиться с 28 февраля по 2 марта 2025 года в замечательном новом креативном кластере «Квартал труда». Мы сейчас вовсю идет подготовка, и на протяжении 3 дней все наши финалисты, а это более 200 школьников и студентов, будут генерировать свои идеи, создавать свои продукты, IT-продукты по заказу партнеров и спонсоров. И таким образом это будет прям интенсивная площадка. Но в этом году также мы немножко расширили концепт конкурса финала, и будет также открытые двери, мастер-классы и экскурсии для всех желающих школьников, чтобы они смогли тоже воочию увидеть, как проводится финал, как проводятся хакатоны, ну и ознакомиться с профессиями IT и в целом с нашими активностями. Поэтому приглашаем 1 марта креативный кластер «Квартал труда» посмотреть и ознакомиться с нашими событиями. А формат состязаний у них одиночный или командный? Так, ну, хакатон — это все-таки марафон, спортивное состязание, и это командный вид спорта, можно так назвать. У школьников это 3 человека в команде, менеджер, дизайнер, разработчик. У студентов чуть больше, от 3 до 5 человек. Хорошо, мы сказали о том, что финал — это важный этап любого конкурса. Я, наверное, немного слукавил. Все-таки, на мой взгляд, важный этап любого конкурса — это призы, которые по итогам этих самых конкурсов получают. Что получает участник? Так, ну, понятно, что любой приз денежный там, или в виде какого-то гаджета — это дополнительная мотивация, но мы считаем, что главный приз и вообще ценность конкурса, что они получают по итогу участия. Это бесценный опыт, новые знакомства, именно формирование, поиск своих, как сказать, единомышленников и формирование новых команд, возможность получить обратную связь от наших экспертов, партнеров, организаторов и, собственно, даже трудоустроиться, получить возможности стажировки. И огромный плюс, конечно же, это, как сказать, записи в свои резюме и так далее, пополнить свое резюме и свое портфолио. Ну, а гаджеты-то будут в итоге? Гаджеты это будут, да. С этим-то им предстоит работать напрямую. Николай Николаевич, за 10 лет можно ли уже как-то оценить влияние конкурса на всю IT-сферу, ну, наверное, и Республики Дальнего Востока? Все-таки мы задали целью ковать кадры для всей страны. Тут я скажу, что при поддержке правительства Российской Федерации с 2023 года конкурс вышел уже на федеральный уровень. В 2023 году он прошел более чем в 10 регионах, в том числе и в республике, и в Москве прошел такой уже всероссийский финал. В прошлом году стартовал 2-й сезон всероссийского, так сказать, конкурса, и он также прошел уже во многих регионах. И в конце марта состоится всероссийский финал в городе Нижний Новгород. Вот как раз по результатам нашего республиканского финала мы отберем лучшие школьные команды, студенческие команды и отправим их на всероссийский финал. Там они тоже обменяются, я уверен, лучшими практиками как нашего региона, так и Дальнего Востока. Да. Николай Николаевич, у технопарка сегодня есть бесчисленное количество резидентов, они занимаются самыми разными разработками самых разных направлений. А есть ли такие практики, когда вчерашние выпускники конкурса «Моя профессия IT» пришли в технопарк и сказали: я хочу быть резидентом, создавать на благо республики? Так, ну, у технопарка Есть кого отметить? есть резиденты, есть еще и бизнес-инкубатор, проводит бизнес-инкубатор. Туда тоже приходят, конечно же, все участники. Вот компания Smartом являются резидентами технопарка. Ну и в целом идет, собственно, как вы ранее отметили, конкурс является социальным лифтом, возможностью проявить себя, показать и войти в IT-сообщество. Сами сказали, что поедете в Нижний Новгород с победителями, ну не конкретно вы, а команда победителей. Есть ли какие-то тенденции в современном IT, куда движется? Что чаще всего хочет заказчик? Я думаю, все-таки разработки идут на заказчика в первую очередь. Да, ну есть, понятно, мировые тренды, и тренды в IT тоже в этом году, конечно же, и в последнее время являются такими на слуху направления, как искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты. Вот в этом ключе машинное обучение, собственно, и будут. А куда еще можно внедрить искусственный интеллект? Что, ребята, ну я понимаю, что с различными текстовыми форматами работы, с
с редакторством, прекрасно. Куда наши разработчики предлагают внедрять? Ну, на самом И- деле, искусственный интеллект можно внедрить во все разные направления, сферы деятельности. Это будет и государство, обучение, экология. То есть, на самом деле, возможности безграничны. И потом у нас будет, как в известном фильме со Skynet, это восстание машин. Но надеюсь, что в том числе и наши резиденты помогут это восстание, если оно и случится, переворот. Николай Николаевич, в заключение давайте пожелаем что-то участникам конкурса и пригласим всех тех, кто еще, возможно, не решил принимать в нем участие. Ну, конечно же, желаем всем командной работы, спортивного азарта и успехов. И самое главное, раскрыть свой внутренний потенциал, который есть в каждом человеке, во всех участниках. И самое главное, приглашаю всех остальных, школьников, районов, города Якутска, неважно, присоединиться к нашему большому IT-сообществу. Ну что ж, я уверен, действительно, сообщество айтишников у нас будет только расширяться, в том числе и благодаря таким конкурсам. Николай Николаевич, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.